Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем вызов мужчины и узнаем его истинное отношение к вам и какие у него планы на вас, на ваше будущее. Вообще, есть ли у него желание быть с вами вместе и выстраивать вашу совместную жизнь. Если тема интересна, настройтесь, пожалуйста, загадайте на мужчину, назовите его по имени, попросите прийти, попросите показать, честно рассказать о том, что у него в голове, о том, что у него в сердце. Я думаю, вы все уже настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы выходят моими руками, пусть откроют нам то, что сейчас скрыто. Слышите, знаете. Так. Вы знаете, пришел мужчина, но я так понимаю, не один, потому что здесь как будто бы две разных веточки, две разных истории. Здесь явно есть девушки, кто общается на расстоянии с мужчиной, то есть нету прям совместных каких-то встреч ярких, либо проживания. И есть те, кто уже давно в паре, но вот как-то мужчина, как говорят, не мычит и не телится. Так, ну вот прям две, видите, две истории идут. Давайте я начну с первой, там, где на расстоянии, где нет встреч, где нет прямого общения. Скорее всего, больше похоже на переписку, либо похоже на такие вот, знаете, переглядывания, что ли. Вроде как и вместе, вроде как и врозь. Смотрите, на мужчину вот вышел олень. Видите, вот четко нам показали олень. Такой гордый, с красивыми такими рогами. Не в плане, что он рогоносец, а в плане, что он очень красивый мужчина. Такой харизматичный, яркий. И мужчина очень независимый вот по характеру, да, вот он не приемлет, там, чтобы ему что-то навязывали, либо чужого мнения он не принимает. Ну, достаточно такой самобытный человечек, но имеет право, потому что умный, потому что ну, такой, знаете, как для девчонок выглядит как суперприз. Вот настолько он хорош с собой, и, возможно, и ручки у него из правильного места растут, и в жизни чего-то добился. Ну, такой прям породистый, вот правильное слово, породистый такой мужчина. Смотрите, он, конечно, классный, без вопросов, но внешность абсолютно не соответствует состоянию души. Душа у него, как у маленького ребенка. Чего в жизни хочется, так это спокойствие и заботы. Может быть, мама недолюбила, либо, может быть, как-то рано он вышел из родительского дома. Может быть, детство неспокойное само по себе было. То есть его основная проблема – это его детство. Вот что-то там происходило, какие-то тревоги, переживания. Что-то он там закомплексовал очень сильно. И вот с этим он живет. Он и сам этого не понимает. Здесь я даже не знаю, ну, может быть, хороший психолог бы так поковырялся бы, нашел причину, но ну вот прям непростая ситуация. Вот ему нужен будет толчок. Толчок, причем, да, это не толчок, это пинок. Пинок такой, чтобы прям на несколько метров отлетел. Вот после этого пинка у мужчины все станет на свои места. Он не верит как бы женщинам, понимаете? И даже речь не вас, а вот если в целом глобально взять женщин, да, он как будто бы не верит. Ему кажется, что женщины, они все легкие, поверхностные, там что, шопинг, вкусняшки, подарки, там наряды. Вот так он видит женщин, да, вот основная суть женщины. Переменчивые, ветреные, там, у кого больше денег, там у женщины и пошла. Вот. И плюс еще у него по жизни, да, какой-то вот опыт идет, что женщины ему встречались все, ну, такие
ну, с низкой социальной ответственностью, назовем так, не будем говорить грубые слова, да, низкая социальная ответственность. То есть женщины, которые готовы после первого, там, не знаю, после первых слов, да, например, сразу же там идти в кровать. Вот, у него такой стереотип. Но к вам очень сильно тянет. И, девчонки, если вы узнали мужчину своего, да, вот такой прям импозантный мужчина, ну, вы с ним родственные души, у вас связки с ним были, у вас несколько узлов идет. То есть в прошлых жизнях вы с этим человеком были вместе. В каком формате я не скажу, это нужно смотреть индивидуально. Но то, что у вас есть узлы, зацепочки, да, ваши души, они ведь друг друга помнят. Мозг не помнит, сознание не помнит, а вот душа, она помнит. Души, они вообще помнят всех, с кем мы встречались в разных воплощениях. Вот его к вам очень сильно тянет. Он не понимает, что это за тяга, и не понимает, что с этим делать. Вот я вам честно скажу, только не обижайтесь. Если бы на вашем месте была какая-то другая девочка, то он бы уже давно перестал общаться, потерял бы интерес и куда-нибудь ушел, перестал общаться. Но с вами все по-другому. К вам тянет, к вам прям и влечет физически, и вы ему интересны, вот и общение, и что там у вас внутри, и ваша жизнь, и вот от вас что-то получает он как будто, вы понимаете, вот получает что-то теплое, такое доброе, позитивное. Вот на этом строятся ваши взаимоотношения. Вот чем больше вы общаетесь, тем больше его как бы к вам тянет. Да, медленно, да, непонятно, и да, он тормозит, но если вы хотите с этим человечком построить отношения, ни в коем случае не прекращайте, не сдавайтесь и продолжайте то, чем вы занимаетесь, да, вот как вы с ним общаетесь. Там, если это переписка, переписывайтесь, если это созвоны, созванивайтесь, если вы периодически встречаетесь, общаетесь, продолжайте. Главное, его не вспугните в плане того, что там, ну давай, решайся, выбирай, мы вместе или нет, мы встречаемся, там, мы женимся, мы съезжаемся. Вот этого делать ни в коем случае нельзя. Этот мужчина, он мужик, он должен сам решить. И он никогда, вот поверьте, никогда, если на него там давить, либо его заставлять, упрашивать, уговаривать, либо там даже угрожать, либо шантажировать, да, многие девочки могут там, ну, случайно забеременеть, да, потом мужчину перед фактом поставить. Вот с ним нет, с ним это не пройдет. В принципе, смотрите, у вас взаимная любовь с ним может случиться. Причем очень классная любовь, но на это уйдет время. Это не этот год. 100% не этот год, хотя уже ближе к концу года у вас уже прям так слияние пойдет с ним. А вот как раз таки начало следующего года, вот к весне уже все, вот она любовь, вот оно счастье, и вот она совместная какая-то вот жизнь, либо даже у кого-то брак может отыграться. Вот где-то так, весна, почему-то вот идет такое видение, да, как картиночка, вот цветут деревья. Цветут, да, не могу понять, что это, то ли абрикос, то ли вишня, может быть, что-то очень красиво цветет, и вот у вас то ли свадьба будет в этот день, либо какое-то важное событие, вот совместное. Поэтому, мои хорошие, здесь не надо давить, пусть все идет как идет, вы должны этого мужчину по максимуму успокоить, расположить к себе, вы должны, ну вот прям, знаете, как сказать ему, слушай, ну вот я своя, родная, теплая и добрая, и я тебя жду, ты мне очень интересен, я хочу быть с тобой. Я в первую очередь твой друг. Вот как-то так, знаете, выстраивайте отношения, попробуйте, по крайней мере, попробуйте. Вот если вы будете именно транслировать такой посыл, мужчина будет ближе к вам становиться, он будет больше вот прям вас нуждаться. Все-таки, знаете, как дружба, она же, поверьте, она ничем не хуже, чем любовь. И вообще очень много пар у нас именно с дружбы выходит. Поэтому, мои хорошие, у него планов сейчас нет как таковых. Ему хочется разобраться. Кто вы, что вы, можно ли вам доверять, можно ли с вами там что-то совместное делать. Тянет его очень сильно. С этой тягой он не в силах бороться. Чем дольше вы вместе, тем больше его тянет. Но все-таки перетянете. Знаете, у кого-то может еще отыграться, что мужчина не до конца свободный. Либо у него есть другая женщина, с кем он там общается, встречается, либо он в браке. Но вот честно вам говорю, у него там чисто какое-то потребление идет. То ли удобно, то ли приспособился, то ли, знаете, как время, да, время вот
Ну, кто-то за ним ухаживает, да, кто-то там ему наглаживает, настирывает, там борщи наваривает, или что он там любит у вас кушать. Так уход за ним идет. Он говорит, ну, типа, мне удобно, почему нет? Там будет чисто отношения, да, хозяин и домработница, ни больше, ни меньше. Даже вот если по интиму брать, скорее всего, нет. Этот не будет просто так этим делом заниматься, если у него нет вот влечения сильного. Вот он больше, знаете, как на нарцисса даже немножко в каком-то моменте похож. Так что, девчонки, главное, вот не перегибайте палку, не давите, не продавливайте, все сложится. Все сложится и сложится для вас. Вы родственные, у вас есть завязки, все равно никуда друг от друга не денетесь. Конечно, если вы сейчас там ему список выкатите, да, из там 110 пунктов, то он, конечно же, просто развернется и уйдет. Забыть не забудет, но как бы, знаете, вот ущемление гордости, что как это я должен там перед женщиной там подчиняться ей, да, либо выполнять ее капризы, нет, он не будет. Вот еще важный момент хочу сказать, да, для кого-то очень важно. Вот он вам обещал. Вот кому обещал и прям говорил, что я клянусь, я буду делать, поверьте, он сделает. Для него слово, вот честь, да, слово, это прям все, дороже, чем жизнь. Если он пообещал, если он поклялся, он 100% сделает. Вот, так что в этом человечку можно в этом плане верить. Все получится. Не давите, не психуйте, не нервничайте. Никуда он от вас не денется. Никуда. Тут очень сильная связь идет и любовь взаимная. Но это на будущее вам идет взаимная любовь. Так, мои хорошие. Ну, второй мужчина. Но это больше похоже на отношения уже существующие. Может быть, даже кто-то на мужа загадал. Здесь какие-то сплошные проблемы. Проблема на проблеме. Причем проблемы связаны, возможно, с финансами. Какая-то необустроенность жизни. Что-то в этом плане. Либо вы съехаться, там, пожениться не можете, потому что денег не хватает. Либо ваш брак, он постоянно какие-то критические точки проходит из-за того, что, опять же таки, финансов не хватает. Ну, понятно, там, на детей, на дом, на оплату каких-то там даже минимальных затрат ваших потребностей вот, не хватает. Там у мужчины очень сложный период, и в этом периоде он виноват сам. Это не потому, что он ленивый, хотя я вижу, что он там не активничает особо. Вам кажется, что он ленивый, что он ничего не хочет делать. То есть ему удобно там попой диван давить, и он так сидит. На самом деле нет. Он боится того, что вот его, знаете, как подадут какому-то критическому моменту, да, то есть как бы в нем будут сомневаться, либо ему скажут, что ты там неудачник, ты там того-сего не знаешь, либо у мужчины был такой плохой опыт, когда, ну, допустим, да, он претендовал на должность, либо он считал, что это должность его, а вместо этого брали, вместо него, вернее, да, брали человека, который там знакомый, да, знакомый там начальника, либо чей-то родственник. То есть он как будто бы разочарован и боится вот таких моментов. То есть он говорит, вот я сейчас пойду, я буду там попу рвать, я буду все делать, я буду там вкладываться на 1000%, а деньги получит кто-то другой. Мне даже спасибо не скажут. Вот. Он нормальный, голова у него хорошо варит, но что-то вот его беспокоит вот именно этот момент. Может быть, он потерял у вас работу, может быть, бизнес его рухнул в какой-то один момент, и его это сейчас давит. Вот поверьте, у него просто время должно пройти. Пройдет время, появится желание. И это не будет связано никак ни с вами, ни с вашей семьей, ни с тем, что денег нет. Это больше похоже на какой-то период там, беременности и рождения. Да? Он сейчас вот где-то на 6-7 месяце беременности. Ну, допустим, да, вот сидит у мамы в животике. Вот, придет его время, он родится заново. Он придумает какое-то дело, либо какую-то работу себе найдет. Возможно, даже придется вам всем вместе куда-то вот уезжать, переезжать. И в том месте с чистого листа начнется ваша жизнь. Прям такая, знаете, хорошая, добротная жизнь. Вот я вижу вашу ошибку. Вот у кого-то прям ошибка такая страшная, когда вы пытаетесь на мужчину надавить
ну вот даже не собой, когда вы говорите, ой, там для меня, посмотри, там у Наташи, Даши муж зарабатывает, либо там детьми вы можете, да, там детей выставлять на передний план и говорить, вот смотри, нашему ребенку там не хватает, а там одежды мы не можем купить, либо мы не можем купить каких-то игрушек. Там все детки ездят отдыхать, а наш ребенок сидит дома. Вот этого ни в коем случае не делайте. Это большая ошибка. В чем она заключается? Да в том, что мужчина, он и так у вас где-то в депрессии глубокой находится, а тут еще идет и как привыкание, понимаете, привыкание. То есть привыкание к тому, что вы говорите, привыкание к тем неприятностям, в которых вы сейчас живете. Не надо этого делать, и ругаться с ним тоже не надо. Вы тратите уйму сил, энергии. У вас в доме уже просто, я не знаю, там электричество везде в воздухе висит, да, искорки везде летят. Даже, кстати, вещи могут сами собой передвигаться. Вот, очень много негатива собирается. Этот негатив, он не помогает, он, наоборот, разрушает. Я, как женщина, вас понимаю. Когда нет денег, когда непонятно, что будет завтра, когда нечем платить по счетам, когда вы идете в магазин, и вы выбираете между пачкой макарон и, не знаю, там, вилком капусты. То есть это все страшно, но это нужно пережить. Ваш мужчина не безнадежный. И ведет он себя так не потому, что он вас разлюбил, и не потому, что он там лентяй и потерял совесть. Нет, просто критический момент, который он должен пережить. Вообще время неспокойное. Неспокойно он еще себя покажет. Здесь даже не условия ему скорее нужны, а скорее, чтобы у него мозг созрел. Вот. Что касается планов его на вас и на отношения, но он вас выбрал, вы его женщина, что бы вы там ему ни говорили и не делали, он от вас не откажется. Вот для него вы равно жизнь. То есть если вот в его глазах, да, в его мыслях, если вас в какой-то момент рядом нет, либо вы исчезаете из его жизни, для него это конец. То есть сразу можно покупать себе билетик на кладбище, да, идти, ложиться на земелечку, да, и ждать своего часа, если вы его оставляете. Вот, так что тут даже не думайте. Если вы захотите от него уйти, развестись, но он может вам сказать, да, все, уходи, разводимся. Ну и тут же он будет вас назад всячески там возвращать, либо удерживать. Вот. Девчонки, просто переживите это время. У вас это время, оно не такое долгое. Тут где-то вот, знаете, сейчас скажу вам, где-то вот август идет, либо серединочка, либо конец, может быть, даже начало сентября. Это время, когда мужчина выстрелит. Поверьте, там все пойдет. И подарочки пойдут, и улучшение жизни пойдет, все пойдет. И ему нужно, чтобы мозг созрел. Ему нужно родиться, переродиться, да, родить эту идею. Желание должно появиться. И тогда он пойдет вперед. Тогда уже никто не будет в обиде, все будет классно, будете он по миру ездить и жить себе добро наживать. То есть у вас тут классическая картинка, да, где женщина хранительница очага, а мужчина вот он защитник-добытчик. Все будет. Видите, с его стороны вот она лошадка, работа появляется. Просто надо дождаться этого момента. Я вижу, что вы смотрите на других, я вижу, что у кого-то прям может отыграться, что родственники могут давить и говорят, что ты с этим лодырем, бросай его, он вообще ни на что не способный. Не слушайте. Не слушайте, абстрагируйтесь, занимайтесь собой по возможности. Да? Поверьте, вот эти пинания мужчины, они ни к чему хорошему не приведут. Ну не пойдет он сейчас работать, ну не будет он сейчас ничего делать. Не будет он сейчас рвать вперед, это не его время. Да у него и не получится. Вот. И еще хочу предупредить, вот, особенно тех, кто в браке, у мужчины могут быть проблемы со здоровьем. Вот именно тоже на нервной системе, скорее всего, нервная почва. У кого-то наследственность, у кого-то нервная почва, но оно, как бы, знаете, одно на другое может наложиться. Вот. Чтобы вы потом себя еще не корили за то, что он у вас там болеть начнет, не дай бог, конечно. Так что, девчонки, все будет замечательно. Вы знаете, как вот интересно, да, нам песок показывает. Тема была у нас одна, показали немножко другие истории. Но я так понимаю, что песочек очень хорошо чувствует тех, кто ко мне приходит. Приблизительно одни и те же люди приходят, мои основные зрители. И песочек уже вас считывает, конкретно вас, и дает вам такую информацию. Значит, мои хорошие, что один, что другой. Замечательные,
Да, да, они показывают, что они замечательные. Но придет время, когда вы вспомните мою отсыпочку, вспомните мои слова и будете благодарить высшие силы за то, что вы правильно поступили, да, не отказались от этого мужчины, что вы выдержали, выждали, и вот он ваш прекрасный звездный час, когда вы в любви, в счастье, в благости находитесь. Я вам искренне желаю, чтобы поскорее это все произошло. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.